Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовало универвидение и чем отличается от других вокальных конкурсов? Я тут вообще жила 5 лет и не знала, что, оказывается, универвидению всего 5 лет. Просто так получилось, что наши дороги пересеклись только в этом году. И мне, как человеку, который напрямую связан с Евровидением, как комментатору Евровидения, как это называется по-русски, вот эта говорящая голова, которая когда-то давно объявляла результаты от России. Евровидение – часть моей жизни. Я подумала, что в конце-то концов, если мы, как телеканал MTV, мы молодежная медиа, должны заботиться о том, чтобы молодежь российская имела площадку, на которой как-то можно себя проявить с вокальной точки зрения, то где я была все эти 5 лет, спрашиваете? И вот мы друг друга нашли, и эта дорога привела меня в Сыктывкар. И сегодня, когда я смотрела всех, я поняла, что, наверное, уже не зря мы все работали очень-очень много времени для того, чтобы, наконец, дать людям понять, под фанеру петь – это плохо. Сегодня никто не облажался по вокалу. Они все спели чисто, когда такое было, в конце концов. Ну, правда, 12 человек – это же тоже некая селекция. Там было 24, я не видела всех. Но те, кто выступал сегодня, они прям большие молодцы. Теперь наша задача сделать так, чтобы драматургически докрутить их номера, чтобы сделать так, чтобы они на сцене себя чувствовали более уверенно. А то петь-то они поют. Тут программа «Голос» тоже некую образовательную функцию несет на Первом канале. Но когда человек выходит и стоит вот так вот просто статично с микрофоном, это не наш вариант. Жечь в 21 веке надо по-другому. Вышел на сцену, рви ее в клочки. Вот это мы пытаемся, правда, в ускоренном темпе донести до наших участников. Как раз вы уже видели наших конкурсантов и как оцениваете их подготовку? Опять же, про вокал ничего не могу сказать. Идеально. Причем даже где-то даже слишком идеально. Иногда просто, понимаете, артист настолько теперь озабочен тем, чтобы спеть и чистенько во все попасть, что забывает о том, что иногда выступление на сцене – это не просто идеальный технически выверенный вокал, а это история. Это где-то голос должен сорваться от того, что тебя переполняют эмоции. И это не только петь на крещендо, громко, хорошо, но где-то, наоборот, давать эту эмоцию. Арсенал артиста велик и многообразен. Вот это и надо рассказать в сжатые сроки нашим участникам. Ну вот мы этим и занимаемся с коллегами. Вы, как руководитель музыкальных телеканалов Вайком в России, будете как-то, приберете к себе победителя, будете его дальше продвигать? Прибрать, слава богу, уже не тот шоу-бизнес, чтобы кого-то там прибрать. И давно уже нет такого, вы, наверное, заметили, что артист есть при канале. Если раньше, если артист там переходил с канала на канал, сразу такая включалась обида. Это что это он? Теперь артист сам по себе. У артиста есть масса вариантов для продвижения. Но даже если мы понимаем, что сегодня прославиться легче, чем раньше, есть все равно вот эта вот дорога молодым. И музыкальная экспертиза – это то, что MTV осталось, и то, что мы развиваем. И дорогу молодым – это точно наша история. Я точно, честно вам скажу, я приглядела, не могу говорить пока, потому что конкурс не закончен, парочку наименований, которые мне прямо очень понравились. Они классные, они модные, они прямо работают очень актуально. Классно все, вот прямо четко-четко. Мы, безусловно, как партнеры, поможем как-то с продвижением, с видеоклипом, а дальше сами. Потому что, как вы видите, можно победить в голосе и при этом все равно не прославиться на всю страну и не стать артистом номер один. Ну, что такое телевизионный проект? Он всего лишь дает тебе толчок. А дальше на телек надейся, а сам не плашай. По поводу телевизионных проектов, универвидение будет транслироваться по MTV? Безусловно, мы как раз здесь, я схожу-то с ума. Все эти номера должны быть показаны в эфире телеканала MTV Россия, причем весь проект будет показан. Поэтому мы сейчас с коллегами-телевизионщиками раздумываем над тем, как мы снимаем профайлы, про сюжеты, про наших участников, как мы строим саму телевизионную версию, что идет в эфир, что не идет в эфир. Потому что мне, например, хочется, чтобы наши зрители узнали получше о самом городе Сыктывкаре, о Республике Коми, об этом месте, почему мы приехали сюда. Поэтому как раз ваши коллеги откроют нашу телевизионную версию масштабным сюжетом о том, как молодежь видит своими глазами город Сыктывкар. Что здесь есть такого, чтобы каждый молодой человек и девушка в России захотели сюда приехать. Так что вот так. Меня радует, что мы в такой большой стране живем, что она такая разная, что мы по ней ездим и, переезжая из республики в республику, из области в область, попадаем в мир других этносов, в разные культурные контексты. Это же так круто. И поэтому такие конкурсы, как Универвидение, такие площадки нам очень-очень нужны.
А глядишь, может, я и не зря оговорилась-то. Где универвидение, там и Евровидение может в скорости. Как повезет. Как раз по поводу разных вокальных конкурсов. Вы ведущая многочисленных конкурсов, и не напоминает ли вам универвидение что-то помимо Евровидения? Ну, слушайте, вокальные конкурсы, они всегда будут построены по одной и той же модели. Человек выходит, поет, жюри ставит оценки. В данном случае у нас есть еще голосование университетов. Это немножко из Евровидения мы взяли, как голосуют страны за всех, кроме себя. Поэтому у нас будет очень такая многокомпонентная оценка по чесноку. То есть жюри выставило баллы так, как оно считает нужным, а люди проголосовали, университеты, так, как они считают нужным. Поэтому вот тебе мнение профессионалов, вот тебе мнение народа, из которого складывается итоговая оценка. Я считаю, все честно. И это гораздо, может быть, это не так быстро можно посчитать, как вот во всех обычных программах у нас есть 4 члена жюри, которые там ставят максимум 10, и тут мы быстро посчитали баллы, бац-бац-бац. Нет, мы возьмем время, нам понадобится некая пауза, которую мы, конечно же, заполним интересными артистами. Открою тайну, кое-кто из них даже родился здесь. Поэтому мы как-то потянем время, но нам нужно время для того, чтобы обработать все баллы и сделать вот эту вот такую итоговую оценку. Вербум жжет, молодцы, задают вопросы грамотно. Мне ничего другого не остается, кроме как пожелать всем студентам удачи, чтобы у вас в зачетке все было прямо четко. И такое пожелание. Наслаждайтесь вот этим студенческим периодом, потому что потом, когда начнется взрослая жизнь, вы будете, как я, всяко жульничать и пытаться вернуться в эту прекрасную студенческую молодость. Но у меня получается. Желаю вам всего самого-самого. Ваша Яна Чурикова.